Здравствуйте! Приветствуем вас на главной телепередаче Башкир Челябинской области «Уралым». Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз! Забег в облака. Под Магнитогорском прошел полумарафон. Организаторы очень постарались. Башкирский вкус. Вузу из Нугуманова полюбили по всему Уралу. Азрак семейный бюджетка прибыль была. Театрда һәркем уйнай ала. Мәскәү башкорт халык театры Силәбелә кунакта. Теләктәре булһа, бөтенемә килеп сыгайм. Южноуральских бегунов встретили древним обрядом. Под Магнитогорском прошел полумарафон «Кракорейс». В четвертый раз спортсмены Челябинской области покоряют Башкирскую гору близ деревни Шигаева Белорецкого района. Полумарафон «Кракорейс» представляет собой забег по хребту Крака, высота которого достигает 1008 метров над уровнем моря. Я первый раз на подобных вообще мероприятиях, потому что я не спортсмен, я любитель, и для меня это немножко волнительно. География участников впечатляет. Спортсмены и любители прибыли из Челябинска, Магнитогорска, различных уголков Башкортостана и Удмуртии. Организатор мероприятия, активистка башкирского Курултая Магнитогорска, преподаватель МГТУ имени Носова Лилия Давлеткиреева. Несмотря на то, что Лилия проводит полумарафон впервые, участники отмечают высокий уровень организации. Республики Башкортостан в этом году исполнится юбилей 100 лет. Поэтому очень много сегодня стилизованного. Вас ждет чайная церемония, вас ждет чак-чак. Лилия решила придать национальный колорит состязанию. Ей в помощь пришла администрация Шигаевского сельского совета. В лице управ делами Мелеуши Сальмановой была выставлена юрта. Активистки башкирского общественного движения Агинайзар показали башкирский обряд. В давние времена в гору башкирских джигитов провожали богатым набором продуктов, обладающих высокой энергетической ценностью и длительными сроками хранения. Батыры брали в дорогу конскую колбасу, курут, кисломолочный продукт и сухарики. В Башкирии много всего красивого названий, так что даже что-то может заоблачное. Нет, у нас никто не бежит. Нам интересно, чтобы больше людей пили хорошую вкусную водичку и чтобы больше людей пило хороший качественный чай. Забег очень такой довольно-таки живописнейший. Приезжают много участников. В этом году, этот год вообще показательный. Организаторы очень постарались. Челябинские спортсмены также прибыли в Белорецкий район не с пустыми руками. Заведующая Саринским ДК Кунашакского района, участница различных соревнований Альфира Баймухаметова испекла большой пирог с надписью «100 лет Башкортостану». Напомним, в этом году республика отмечает 100-летний юбилей. Альфира бросила вызов 21-километровой дистанции. Переполняет, конечно, волнение, но я думаю, что я преодолею, пробегу. Журналисты СМИ «Башкир» Южного Урала «Уралым» Нурия Иксанова и Марат Абдулвалеев попробовали свои силы на 6-километровом маршруте. Дождливая и сырая погода не помешала участникам. Напротив, своеобразный тимбилдинг укрепил команду и заставил поверить, что все цели достижимы. Сегодня наши СМИ выступали не только как информационный партнер. Мы сегодня сами с Маратом Абдулвалеевым, с коллегой пробежали полумарафон 6 километров. Громко сказано, наверное, что пробежали, но в некоторых местах мы шли, потому что это горная местность. Но было очень здорово. У Краки есть побратим – парижский полумарафон. Оба проводятся в 4-й раз. Оба собирают сотни участников со всего Урала и близлежащих регионов. Нугумановскую бузу высоко оценили в областном заксобрании. Наша съемочная группа узнала секреты приготовления древнего напитка. В деревне Нугуманово Кунашакского района делают первоклассную бузу. Напиток Разины Барыевны известен далеко за пределами района. Попробовав однажды нугумановскую бузу, ценители национального напитка приезжают сюда со всего округа, чтобы приобрести партию побольше. Праздниктарда йөрибез, шуннан безнең авылга тоже праздникка туры килде. Готовиться итәргә, шәйләнергә инде, день силага. Шуннан каждый раз кешене проситте булмай, булашты тип. Шуннан бер хатын миңа өйрәтте. Әйдә, менә миңа күрсәтәйем, кулай эштәлә икән.
Буягына абдырап кеше эзләп йөрмәссең, үзең шәйдәнерһең дип әйтте. А предпринимательница из Кунашакского района нам рассказала Ирина Асанова, представитель Центра поддержки фермерства многофункционального центра территории бизнеса. Совместно с постоянным представительством Республики Башкортостан в Уральском федеральном округе эти органы развивают малые формы сельского хозяйства. Российский Сабантуйда первый раз була шәйдәп без шулайны шәйдәнеп алдык, хаты үтергән. Безнең нормально килеп сыкты. Шуннан вакыт булганда бүтән авылларга барып йөрүнек. Узбагрекка бардык. Үзебезнең авылда, күрше авылларында, Сагыштыла шулайна йөреп утырдык. Булалар иштеп хатып. Нигә? Азрак семейный бюджетка прибыль була. Разина Барыевна привозит бузу на крупные мероприятия. Вкус национального напитка из Нугуманова оценили посетители Бажовки, областных и всероссийских сабантуев. В этот раз участники 4-й конференции «Бизнес-лидерство. Успех», которая состоялась в законодательном собрании, попробовали напиток «Башкир». Фермеры отметили не только превосходный вкус, но и полезные качества бузы. В Каслинском районе возрождают ярмарочные традиции. Подробнее в нашем следующем сюжете. На Южный Урал пришла золотая осень, ярмарочная пора. В селе Огневое Каслинского района прошло значимое и своевременное мероприятие – сельскохозяйственная выставка «Золотое лукошко». Глава местной администрации Дмитрий Дорогин решил возродить традиции. На Огневскую ярмарку стекали жители всей округи еще 100 лет назад. Мы приняли решение проводить сельскохозяйственную ярмарку, где именно будут выступать сельхозтоваропроизводители, чтобы наш народ мог, и в том числе те, кто проживает у нас на территории, могли хотя бы раз в год прийти и продать плоды, которые были созданы своими руками. Дмитрий Александрович подошел к делу основательно. На помощь ему пришел Центр поддержки фермеров при территории бизнеса, оказывающий помощь фермерам Челябинской области. Содействие выставочной деятельности является одним из направлений центра. Мы очень рады сотрудничеству с главами поселений. Есть возможность более тесного контакта с населением. Народ, торговля, прямо любят посмотреть. Такое мероприятие, я бы считал, по всей области надо проводить. Не оставил без внимания мероприятие представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибулин. Каслинский район обладает хорошей логистической составляющей. Хорошие дороги, трасса М5, Башкортостан рядом. Имеются все необходимые преимущества для торговли с соседним регионом. Но это действительно чисто. Никаких добавок специальных, там всяких там, двигатель там влаги, там продукцию в Екатеринбург, бываем, в основном Екатеринбург, Челябинск. Валяем обувь домашнюю, уличную, одежду валяем, предметы аксессуара валяем. Крестьяне, фермеры и индивидуальные предприниматели со всей округи и даже Свердловской области привезли сюда свою продукцию. Мед с кочевых пасек, домашние колбасы, сыры и даже йогурт из козьего молока можно было попробовать и тут же купить. Вывозим своих пчел на медоносы. То есть мы переезжаем порядка 7 раз за сезон. На гречку едем в Курганскую область. На Липу едем, в Саткинский район ездили в этом году. Подсолнух собираем в селе Подовинное. Это 180 километров от Челябинска, вот подсолнух. Я могу только дать совет тем, кто выбирает мед, это познакомиться с настоящим пчеловодом, с пасечником, который, именно вы знаете, что он выезжает, качает мед, вы это видели, что у него есть пчелы, и брать только у них, потому что очень много перекупов, и мед разбавляют и сахарным сиропом, и просто подогревают, и мед с подсолнечником смешивают, и выдают за другие сорта меда, более дорогие. Это первая ярмарка, и уже сегодня видно, что она станет регулярной. Вполне вероятно, что со временем в ней можно приобрести продукцию фермеров Башкортостана. У нас новая рубрика. Окунись вместе с нами в мир башкирской культуры и традиций. Яш буынды башкорт теленә, мәдәниятенә ялеп итүдән кулай бер формаға милли театр. Бүгенге героебыз Мәдинә Илһамова Мәскәүдә башкорт халык театры Илһамда оештырган. Унда баш калала яшәүче 40 кеше катнаша. Тиз генә килеп сыкты, ниндәй хәл булган. Наурыз дигән байрамга сакырганнар. Шан ошай Башкортстан дип язылган отдел буш тора.
теге бөтә халыктарды кыла бар инде, Башкортстандыкы гына буш инде. Шуның өчен шул тиктем асылмай инде бардым да полномочный представительствога. Нишләп безнең Башкортстан дип алган шатер буш тора тем бит инде. Шуннан Башкортстан булмай дип әйттеләр инде, без эшләмәдек. Теләгез бар, үдегез эшләгез дигәннәр. Мәдинә Илһамова безнең тапшыруга Силәбе башкортларының милли киемендә килде. Уны Нәркис Мөхәммәтшин әзерләгән. Оста сыгышы буенча Курган өлкәһенән. Мәскәү театр артистларына ул сәхнә костюмнарын әзерләй. Моны матурына костюмдар бит инде һеҙгә һәргә кем уны эшләй, бәлки кайдан алаһығыҙ, һатып алаһығыҙмы, кайдан ул костюмдар? Безнең костюмдарды безнең тарихсыбыз бар. Ул мына Курган егете Нәркис Мөхәммәтшин. Ул да Мәскәүгә кысып киткән. Ул Мәскәүдә уже 20 елдан ашу яшәй, әмма шул Курган киемдәрен, Силәбе киемдәрен, башкорт халык киемдәрен яңынан сыгарып, матур итеп терелтеп инде кайберләрен яңынан эшләп кешегә күрһәтә инде. Мына ул ошо яулыктыла, ул реконструировать иткән яулык, элекке нидән карап эшләнгән, һеҙҙең яҡтыҡы. Мин үҙем әбйәлдеке, бездә бындай нәмә килмәгәндәр, бездеке икенсе төрҙөрәк булган дип әйтергә кәрәк. Бына был күлдәк тә һеҙҙең яҡтыҡы дип аңлатты инде ул миңә. Режиссер Мәдинә Илһамова һәр кеше талантлы дип һанай. Театр жанры теләгән берәүгә үҙ талантын асырға ярҙам итә ти ул. Ролдәрҙе таратҡанда ул табиғи холоҡ-ҡиәфәттәргә игътибар итә. Нисек өйрәнеп киттеләр улар? Бәлки хыялланып шаяргәндәр мәлек. Хыялың булһа, бөтә нәмәне тормошҡа ашырып була дип әйтәләр бит инде. Тәүҙә уҡытам инде үҙем. Үҙемә әҙерләнгән, шул театр тип әҙерләнгән программа бар. Шулны ғына йәһәт кенә үткәреп өлгөрәм дә. Шуны үткәс, инде ҡарайым, кемгә ниндәй роль етешерәк, кемгә нисек килешә. Шуға ҡарайым да, шунан һиңә шул була, һин шул ролде уйнай алаң, һин шуны. Юҡ, мин быны уйнайым, мин быны уйнағым килмәй тиһәләр дә, һин ҡайтып уҡы. Шунан ҡайтып уҡыйҙар, шунан киләләр, ҡарайҙар да инде. Мәҙинә апай, һеҙ ҡайҙан белдегеҙ? Был бит минең турала яҙған. Мәскәү халыҡ театры Илһам төрлө милләт-ара фестивалдәрҙә, конкурстарҙа ҡатнаша. Артистарҙың таланты аша башҡорт халҡының даны күрше төбәктәргә, донъяға тарала. Сөнки театр Мәскәүҙә урынлашҡан төрлө илдәрҙең вәкиллектәре менән хеҙмәттәшлек итә. Артабанда милләттәштәребеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Наша передача подошла к концу. До новых встреч! Ошоноң менән тапшырыуыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡандарға тиклем һау булығыҙ.